Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Чего вам ждать от мужчины? Мужчина, о котором вы думаете, либо мужчина в вашем сердце, загадайте на него, и песочек вам все покажет. Чего от него ждать, его следующие действия. Настраивайтесь, представляйте мужчину, загадывайте на него, задавайте свой вопрос. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Сердце в цепях, смотрите, сердце в оковах вышло. Этот мужчина постоянно думает о вас. Мысли у него беспокойные, но навязчивые. Не может перестать думать о вас, не может выкинуть вас из своей головы, из своих фантазий, из своих снов. У кого-то еще из девочек отыграются, что помимо того, что он постоянно о вас думает, ему еще и сны снятся с вашим участием. То есть он с вами буквально 24/7. Я не вижу, чтобы вы были прям вместе. У вас либо какие-то краткие встречи, либо вообще мужчина где-то находится далеко. Понятно, что отсыпка общая, всем идеально она подходить не может. У кого-то вот редкие встречи, а у кого-то, возможно, даже разрыв произошел. Либо мужчина где-то в одном месте находится, а вы совершенно в другом. Мужчина свое сердце в цепи посадил, как будто бы вот цепями сковал. То ли он очень сильно боится любить, вот боится влюбиться, боится, что он потеряет себя, если влюбится в вас. То ли его в принципе любовь пугает, то ли мужчина, допустим, с изумлением начал понимать, что он влюбляется. Может быть, эти отношения были для него какими-то легкими. Может, он рассчитывал как-то по-легкому с вами пообщаться и как бы уйти в закат. А тут, понимаете, тянет, а тут прям мысли навязчивые, а вы ему снитесь, и он не может на других женщин смотреть, он не может с другими женщинами общаться. Вот прям очень сильно изменилась его жизнь после того, как вы в ней появились. И неважно, знакомы вы там много лет, либо вы только-только познакомились. Еще мне идет, что у кого-то отыграется, что мужчина не свободен. Не свободен, он такой, мне же нельзя ее любить, да, но я же не свободен, у меня же там семья есть. Как-то жил я со своей этой женой без любви, как бы нормально все было. Жили, не тужили. А тут на тебе, да, вот такие мысли, вот такие чувства, такие сильные эмоции, да, вот прям опустошают меня. Хочется протянуть к вам руку, хочется вот так обнять вас, к себе прижать и просто вот зацеловать вас. Вот такие у него посылы, импульсы идут. Ему очень хочется разобраться, да, что происходит. Настоящая ли вы? Ответите ли вы взаимностью? Что это, наваждение, либо это действительно любовь. Вот страх влюбиться, страх забыться, страх стать вашим рабом любви. Не знаю, почему-то вот прям такое выражение идет, раб любви. Может быть, он слишком свободолюбивый мужчина, может быть, такой независимый, да, легкий по жизни, а тут на тебе к женщине привязался, причем так привязался, что теперь с собой ничего поделать не может. Плюс еще показано, что вы занимаете какую-то очень обособленную позицию, то есть вы за ним не бегаете. Вы его ни о чем не просите, вы не навязываетесь ему, вообще вы ему показываете, что я вот сама такая крутая, сама по себе, мне никто не нужен, я и так проживу, да, то есть у меня нет проблем там с поклонниками, и за тобой я точно плакать не буду, да. То есть последнее дело мне за мужиком плакать. Вот. Это тоже ему очень не нравится, это заставляет его паниковать, потому что он не привык к такому. Он привык, что он там пальцами щелкнул, да, и женщина, как спелое яблочко, ему в руки упала. А вы не такая, вас нужно добиваться, вас нужно заслужить, вам нужно доказать любовь, да, вы на меньшее не согласны. И он просто не знает, что с вами делать. Вот как?
Он пытался вас забыть. Я вот вижу, что пытался, там, отворачивался, разворачивался в другую сторону. Но не может. Вы для него просто магнит какой-то очень мощный. И вот что бы он ни делал, все равно тянет к вам. Он не может вас забыть. Все, как бы точка. Не могу. Хочу, но не могу. Вернее, я не хочу, а пытаюсь забыть, но я не могу. Чего от него ждать? Ждите разговора. Здесь я вижу разговор, причем мужчина будет инициировать этот разговор. У кого-то это будет личный разговор, у кого-то посредством там, телефонной связи, может быть, в интернете будете говорить. Но он будет задавать вам вопросы, и ему очень важно, как вы ему будете отвечать. Знаете, вот он рассчитывает на то, что вы как-то быстро с ним согласитесь, либо быстро там скажете: да, я тоже тебя люблю, я тоже с тобой хочу, там, я буду ждать тебя вечно, там, прочее, прочее. Вот. Но вы не такая, я вас вижу совершенно другой. Я вас вижу такой, знаете, пробивной амазонкой, женщиной-императрицей, которая никогда не прогнется под мужика. Может быть, у вас был уже неудачный опыт, когда вы там любой ценой хотели отношения сохранить, либо вы старались быть удобной мужчине, но теперь уже вы другая. Вы совершенно другая. Вы себя любите, вы научились себя ценить. Вы требуете, чтобы люди с уважением и почетом к вам относились. Да? Вы такой вот человечек. То есть не каждая женщина так умеет. Вот я как женщина аплодирую вам стоя. Вы умничка, вы себя переделали. Вы свою ценность познали. И теперь не позволяете никому об себя ноги вытирать. Вот. Разговор, мне кажется, будет очень долгий, либо очень какой-то странный, утомительный, я бы даже сказала, для вас, но очень волнительный для мужчины. Вот он в этом разговоре будет добиваться вот, какие ваши чувства, что вы там о нем думаете, что вы сделали, почему я не могу тебя забыть. У кого-то даже отыграется, что мужчина попытается вас обвинить, что вы там на него чары навели, что вы его приворожили, что вы там ведьма, волшебница, да, и он ничего с собой поделать не может, что у него не было таких чувств ни к одной другой женщине. И он такой: что ты со мной сделала? Зачем ты это сделала? Ты меня к себе приворожила, но при этом ты меня от себя отталкиваешь, да, вот колючая для меня. Ты как роза, которая своей красотой, ароматом сводит с ума, но при этом огромные колючки имеет, что к ней вот не подойдешь, к этой розе. То есть такого услышите, тут будет и плюс, и минус, и умолять будет, и как-то угрожать будет, там, либо как-то строго спрашивать. То есть у него перепады идут, а вы как бы будете удивлены. Вы такая: ничего себе, вот это ты обнаглел, да, вот это закидоны, да, идут от тебя. Да, разговор, будет разговор. У кого будет личная встреча, там у мужчины на лице все будет написано. Там даже не обязательно уметь читать по лицам, там вот прям он будет то синеть, бледнеть, то наоборот краснеть, как этот сеньор помидор, как мой песочек будет становиться такого цвета. Там все будет понятно. И знаете, девочки, вот в этом разговоре вы поймете, насколько вы для него важны, насколько этот мужчина потерял от вас голову, насколько он влюблен сильно. Вот прям почувствуйте, что у вас есть власть над этим мужчиной. Возможно, вы к этому никогда не стремились, и вы скажете: да мне даром не надо этой власти над этим мужчиной. Но вы прям почувствуете и поймете, что вот прям все зависит от вас. Его судьба, его будущее, его жизнь без остатка принадлежит вам. И вот в вашей власти сделать этого мужчину либо самым счастливым мужчиной на свете, либо самым несчастным мужчиной на свете. Вот вы это прям поймете, вы это прочувствуете. Это как бы день, час, момент вашего триумфа. Потому что у вас с другими мужчинами такого не было. Я не вижу. Может быть, в будущем еще будет. Но вот за ваше прошлое, это вот такой случай, он у вас уникальный идет. Вот как все случилось, все сложилось, мужчина влюбился, просто вот до полуобморочного состояния, ничего с собой поделать не может. Еще, знаете, вот мне идет информация, что у кого-то отыграется, что между вами там разница есть. Разница в социальном статусе, разница в возрасте. Да, и вы такая скажете: ничего себе, маленькая скромная девчонка, да, влюбила в себя такого серьезного дядьку, который вот млеет, как младенец перед ней, и сам себе не принадлежит.
Вся его жизнь теперь в моих руках. Вот что хочу, то и ворочу. Прям, знаете, у вас глаза аж загорятся. Вам этот разговор на самом деле даже как-то поднимет настроение, повысит вашу самооценку. Вы прям такая скажете: да, да, это я, и я могу. А вот мужчина наоборот. Он такой несчастный будет в момент разговора. Он поймет, что на вас нельзя давить. Он поймет, что с вами нельзя там как-то, знаете, строго, грубо, да, поймет, что вот я ничего с собой не могу поделать, и еще чуть-чуть, и я начну ее умолять. Просто вот на колени упаду и начну ее умолять, чтобы она позволила быть рядом, чтобы она позволила хотя бы изредка ее видеть. Ну, если на что-то большее будет разрешение получено, то вообще счастье, то идеал. Да, интересненько. Ну, показано, что будет разговор. Кстати, у кого-то из девочек мужчина на разговор может прийти с подкупом. То есть он может принести вам какой-то подарок, там цветы, подарок, какие-то украшения может принести. Ну, типа показать вам изначально: вот смотри, какой я щедрый, богатенький мужчина, то есть для тебя мне ничего не жалко, вот если ты согласишься быть со мной, там, ответишь на мою любовь, то я, значит, там, буду задаривать тебя постоянно. Но вам не нужны подарки. Нет, это, конечно, приятная составляющая, но вам подарки особо не нужны. Вы не хотите терять себя, вы не хотите терять свою независимость. И вы не хотите идти на уступки мужчины. Ни этого, никакого другого. Вот вам комфортно так, как есть. Вот. Конечно, самолюбие ваше будет радоваться, но с другой стороны, это как начало, да, начало этого пути. Тут у мужчины еще те проблемы, да, потому что сердце он свое закрыл, то есть он еще должен и сердце открыть, да, мало того, он должен еще это сердце вам передать, то есть это событие не одного дня. Но вот этот разговор — это как отправная точка. От этого разговора будет зависеть все. То есть либо вы после этого разговора продолжаете общаться, встречаться, у вас отношения, либо после этого разговора вы дальше идете императрицей по жизни, но мужчина погружается во мрак, да, потому что без вас ему счастья нет. Он не может вас разлюбить, он не может перестать себя заставить думать о вас, мечтать. Он не может там сутками не спать, да, все равно он будет спать, все равно вы будете ему сниться. Да, вы для него наваждение, женщина наваждение. Вообще, мне кажется, что вы какая-то роковая, судьбоносная для него. То есть, возможно, вы этому мужчине даны. С одной стороны, вы ему даны, чтобы спесь сбить с него, а с другой стороны, чтобы мужчина вот хотя бы с вами счастье познал, да, потому что мужчина так с деньгами гонится, за статусом, за престижем, а о душе он не думает, о сердце он не думает. А тут, когда он в вас, понимаете, влюбился, тут уже как бы и деньги не настолько нужны и важны, и статус не настолько важен. Когда ты несчастлив, когда любимого человека нет рядом, то как-то уже неинтересно дальше там идти, добиваться чего-то, деньги зарабатывать. Вот как-то так не идет. Ну, разговор, девочки, будет разговор. Ждать от него разговора. Он будет вызывать вас на разговор, он приедет к вам на разговор. Ну, либо разговор у вас состоится там в телефонном режиме, может, в интернете, да, в каком-то мессенджере. И он будет разным. Как будто бы вы с него в этом разговоре 1000 масок снимете, пока до настоящего мужчины доковыряете. Но вы его увидите настоящим. Действительно увидите его. После этого разговора вы уже четко будете представлять, что это за мужчина, глубина его чувств и на что он способен ради вас. Власть над ним почувствуете. А это очень классное ощущение. Поверьте, вам понравится. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.